Прямые потомки Динь-линии, как вот сейчас доказывают многие ученые, прямые потомки Динь-линии, это были половцы. Почему их звали половцы? А слово поло, а слово светлый, вот раньше поло называли солому, ячменную солому, эту солому, ржаную солому. Она белая, светлая. У них были белые волосы, светлые, как солома. Это голубые глаза. Чистокровные европеиды, белые волосы, они были более европеидные, чем население, которое здесь жило в Европе. Ведь когда описывали, вот летописи описывают бабушку Александра Невского, говорят, Александр Невский, он был красив, как его бабушка Кончаковна. Понимаете? То есть эталон красоты, это был эталон не русской тогда красоты даже, не анской. И не скифская, и не сарматская. Все-таки здесь какая-то кровь кавказская влилась, и какая-то кровь, очевидно, угорская и финская. Все-таки какая-то была. А у этих не было. У них они были чистые. Они были очень красивые. И говорили, что красивее половцев никакого народа нет. Очень красивый народ. Ну, а потом пришла Орда. Последняя волна тех же скифов, это под командованием Чингисхана. Сейчас выясняется, никаких монголов не было. Те же самые половцы-кипчаки составляли основу Орды. Основу Орды это они и были. Они и вошли в эту Орду. Потом они приняли ислам. И поэтому мы потеряли вот этот пласт русского народа. Он перешел в другую культуру. Как, например, византийцы, греки византийские, приняли ислам и стали все турками. Так эти приняли ислам, превратились в нагайцев. А нагаи были потом истреблены уже кем? Вы, наверное, знаете, что война была Екатерины II с нагайскими татарами. Последние татары нагайские были уничтожены Суворовым. Потому Суворов, как ребенок, и плакал, уничтожая своих собственных людей. По крови он уничтожал своих русских, но принявших ислам. То есть по крови, по расе свои, а по культуре чужие. Я не буду рассказывать гибель Орды, там это долго и нудно, но я хочу, чтобы вы знали, что никакого прилива монголоидной крови к нам сюда не было. Поэтому все вот эти вот книги, вот такого вот как, например, пишет Ларионов, он описывает подробно работы антропологов на этой территории. Не только наших, антропологов французов, немцев описывает, честных, нормальных людей. Надо читать вот эти книги, и вы будете знать правду.